Уходящий 2024 год ознаменуется появлением в башкирском спорте спортивного судьи международной категории. Об этом поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Геворг Макарчан, в общем-то, вот, собственно, тот самый судья международной категории. Геворг, добрый день. Доброе утро, добрый день всем. Всех приветствую. На самом деле, может быть, для кого-то это будет обыденными словами, да, но специалисты прекрасно понимают, что судья международной категории, международный судья, да, так проще говорить, это очень высоко, это очень ответственно, это очень почетно. Геворг только что вернулся с соревнований из Турции, где в Стамбуле прошел международный турнир. Вот расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Что это были за соревнования, для того, чтобы нам понимать, насколько была велика ответственность? Это был 34-й международный турнир Кубок Босфора по карате. Он проходил в городе Стамбул. Чем он притягателен и такая есть у него особенность в данном случае это было, конечно же, это то, что 5000 участников, 27 стран, 12 соревновательных площадок. Лично в моем опыте и как спортсмена, и как судьи, это первый такой опыт. Я более чем 8 соревновательных площадок и 3000 участников я еще никак нигде не встречал и не сталкивался с таким опытом. Если говорить про сам турнир, конечно же, надо отметить, что это высокий уровень спортсменов. И не только 18 лет и старше, а именно детей. Надо понимать, что Турция, она очень долгое время и по сегодняшний день является в топе лидирующих стран именно по развитию карате и по потенциалу спортсменов, по методикам тренировок. Благо, наш руководитель федерации, он всегда держит нос по ветру, так скажем, именно в мире спорта, не только в жизни. И мы с нашими турецкими коллегами уже работаем более 10 лет. Это были и соревнования, в которых они были приглашены. Мне было, конечно же, очень приятно видеть спортсменов, с которыми мы раньше, так скажем, были оппонентами именно на соревновательных площадках и готовы были разбивать лица в кровь для того, чтобы достичь победы. А сегодня вот на турнире, например, я обслуживал их спортсменов, его уже учеников. Это, конечно, приятно. Приятно, что по сегодняшний день вот это спортивное братство, оно есть, и люди друг друга поддерживают. Было приятно со всеми с ними увидеться. И если возвращаемся к истокам, то как раз вот когда были совместные семинары, сборы, Рустам Шахич проводил их, они делились своим именно вот этим мировым опытом. Это же дополнительная возможность взглянуть на те или иные вещи, к которым ты привык, взглянуть с другого немножко ракурса, с другого взгляда, понять мировые тенденции, какие есть. И это все вот наши уже взаимоотношения, которые были давно уже и в мире спорта, и также мы их приглашали, чтобы они поделились именно своим опытом в судействе. Это все заложило такое основание, в котором у нас сейчас с ними тесные связи и формируются уже. Если раньше мы больше именно взаимодействовали в мире именно спорта, но именно кумите, когда именно раздел был именно. А сейчас вот первая практика у меня была летом. Мы в июле пригласили они на турнир. Это был в городе Гемлик, недалеко от Стамбула. Проходил турнир, тоже был хороший турнир, тоже уровень спортсмена высокий. Вот там был для меня первый такой вот опыт именно мирового судейства, где были именно представители. Но тогда там было 2 или 3 страны всего лишь приглашены. То есть основное это была именно Турция. А в этот раз это 27 стран. Это колоссально, потому что ты видишь, там, как спортсмен из Греции выступает, там, Ирана, Франции. Это все ты видишь степень подготовки спортсменов. У каждого какой-то свой подход есть. Ты это черпаешь, смотришь, изучаешь. Но в целом все прошло здорово. 3 соревновательных дня было. В 8 утра сбор всех судей, в 9 начало. Из-за того, что было большое количество спортсменов, первые 2 дня, конечно, мы задерживались. И до 12 ночи были сами соревнования, проходили. Но при этом, что была плотная работа на всех 12 площадках, ну, как-то вот так вот получалось. 3-й день он был самый интересный лично для меня, потому что это были именно 18 лет и старше. Это другой немножко, другая динамика поединков, другая техника, другие эмоции, ну, все другое. Вам это самим известно, вы часто видели, как бьются именно взрослые. В этом плане вот как-то продуктивно очень все прошло. Остался ли я доволен? Конечно же, очень доволен.
Геворг, получается, что для вас вот соревнования в Стамбуле это был не первый опыт, но летом вы попробовали уже себя на международном турнире сначала, где было всего лишь 3 страны, сейчас уже почти 3 десятка. Да. Вот. И насколько я понимаю, что вы судили еще и на республиканских соревнованиях здесь, в Уфе, не один раз. Вы организуете, как главный судья соревнований по карате выступаете. У вас, в принципе, спортивное прошлое, вы тоже карате занимались. Но именно на международном уровне оценивать, судить сложно было вообще? Какие там условия? Потому что, ну знаете, извините, судей не любят нигде. Спортивных, я о спортивных говорю. Спортивных судей не любят. Это факт. Вы правильно подметили, что, например, в чем является мое преимущество и всех тех судей, которые на сегодняшний день являются, но они были в прошлом спортсмены и проводили, так скажем, ну вот если взять, например, мою практику, я более 15 лет до травмы я профессионально выступал и был профессиональным спортсменом. Что это отличает, чем отличает выходца из спортивного, из спорта, когда ты вот именно был спортсменом и уже перерос в судью, чем это отличает от человека, который мало уделил внимания именно от теоретика? Вот да, если мы говорим на языке как есть, то вот есть практик, есть теоретик. Потому что ты понимаешь природу ударов, ты понимаешь психологию спортсмена, ты понимаешь его намерения, почему такие эмоции. И ты, важно, что ты был именно по ту сторону. И в этом плане мне, конечно, намного проще оценивать. А что касаемо, в чем отличается, чем, так скажем, сложность, если взять, например, республиканский или всероссийский уровень по России, у меня, потому что и опыт тоже был, и он не маленький, уровнем спортсменов самих. Динамика очень высокая. То есть вот нельзя, вот ты секунду проморгал где-нибудь, так скажем, все, ты можешь упустить просто удар, а это судьба спортсмена. Вот у меня, например, на площадке была ситуация, когда я сам судил, представитель Греции подал на протест официальный. Судейский комитет турнира, он принял его. И по итогам, ладно, что мои действия не противоречили именно действующим правилам, мировым правилам карате. А если бы противоречили, меня просто лишили бы судейской лицензии, и просто на меня, вот для меня бы турнир был бы завершен. То есть одной ошибки уже хватает для того, чтобы исключить? Потому что это же, ты же ведь влияешь на судьбу спортсмена. И благо, что мое решение, которое они хотели протестовать, оно не противоречило правилам. Почему не противоречило? Хотя этот опыт, вот эта ситуация как раз раскрывает вот важность, когда ты был спортсменом и перерос в судью. Потому что я понимал природу и характер удара. Я понимал, что это был... То есть, если не входить в подробности, то был нанесен удар в корпус ногой. Я это расценивал как удар. Да, слабый удар, можно было бы сделать более качественно, но это был удар. А вот там рефери расценил почему-то, ему как-то показалось, это, может быть, там, что это был толчок. И вот то есть та сторона оппонентов, она подала протест на мое действие, потому что я дал балл. Но судейский комитет, который есть, они в моих, как уже повторюсь, в моих действиях ничего противозаконного, так скажем, противоречащего правилам не видели. Это и есть вот разница, когда ты знаешь, что такое удар и как он должен выглядеть правильно, четко сформированный удар, помимо тех критериев, которые есть. Основная вот вся разница и сложность, вот это именно уровень самих спортсменов, динамика и то, что, как это важно для них. Понятно, что и у нас где-то, если ты в селе будешь проводить, для любого спортсмена проигрыш, и для его родителей это, ну, или какая-то ошибка, она всех ранит. Драма, конечно. Да, но одно дело, когда ты вот смотришь в динамике в такой, а другое дело, когда это мирового уровня спортсмены, которые уже проездили там полмира, у них совсем другая динамика, и то есть и другое требование, и тренера более, так скажем, уже в практике битые, подкованные. А у них сразу все готово. Если, например, взять, если у нас родители просто любительски снимают на камеру с одного только ракурса, а там помимо этого есть еще видеоповтор, конечно же, там это правилами предусмотрено, там у него с 3 ракурсов стоит камера отдельная, видеокамера профессиональная. То есть они все это, они подготовлены, для них это уже, это их образ жизни, это такая профессия у них. Геворг, вы были единственным рефери, единственным судьей из России на этом турнире? Да, я был единственный, кто судил. Но мне было приятно, что спортсмены, с которыми я выступал, их ученики там выступали, и один из родителей подошел, там, передал привет, сказал, вот
Мы там, здравствуйте, мы вот выступали, там вот мы с Челябинска. Это да, это, конечно, приятно. Приятно было, конечно, видеть, но было их немного, я скажу, где-то до 10 человек, если я не ошибаюсь. 6-7 спортсменов было всего из России. Я понимаю, что и для вас это лично, безусловно, рост, когда есть опыт судейства на международном уровне. Будете делиться своим опытом с другими коллегами в Федерации? Конечно, конечно. Это, если говорить откровенно, это ведь не бизнес какой-то, это общественное дело. Мы все любим этот спорт. И я это делаю и буду продолжать это делать. Понятно, что, например, для меня сейчас важно дословно прям передать всю ту эстафету, которая есть. Ну, скажу откровенно, я задавался этим вопросом. Для меня, как для председателя судейского комитета нашей федерации, конечно же, важно понимать уровень судей, которые мы подготавливаем. Но я скажу, что они всегда владеют актуальной информацией. Благо, она сейчас не запретна. Есть эта информация и среди... Я ее получаю и среди спортсменов, с которыми раньше я выступал. И главное, конечно же, мы держим это именно мировой вот этот темп. И получаем оттуда информацию, я ее обрабатываю и потом уже передаю всем своим уже судьям нашей федерации. Еще будете ездить на международные турниры в качестве судьи? Скажу вот так. Желание, конечно же, у меня есть. К завершению именно соревнований тот, кто меня приглашал, и главный судья, он дал положительную оценку, и его фраза была последняя: «Ждем на следующий турнир. Давай, будь на связи». Я говорю, ну, все хорошо. Если, конечно же, вы ждете, я, конечно же, с удовольствием прилечу. Георг, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, поделились своими впечатлениями. Нам действительно очень приятно, что у нас в республике, единственный в России, единственный не только в Башкортостане, но и в России, есть международный судья по карате. На самом деле, я думаю, что это очень серьезный опыт, очень серьезное подспорье для развития спорта в Башкортостане. Спасибо огромное. Спасибо большое. Но можно я маленькую поправочку сделаю? Если говорить в рамках России, то я, конечно, не первый. Но это всего их единицы людей. Но именно на этот турнир? А на этот турнир, да, я был единственный. Хорошо, спасибо огромное. Вам спасибо огромное. Это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас был Геворг Маркарчан, международный спортивный судья. Спасибо, что были с нами.